Перед началом просмотра обязательно поставьте лайк и оставьте свой комментарий. Они нам очень важны. Арендаторы земель в сельскохозяйственных объединениях, где по госзаказу выращиваются хлопок и пшеница, недовольны методами управления агропромом в Туркменистане, сообщают корреспонденты Хроники Туркменистана. Кроме выращивания пшеницы или хлопка, сельхозработники содержат скот. По словам арендаторов, они уже и не мечтают о том, что им позволит выращивать выгодные с финансовой точки зрения сельскохозяйственной культуры. Они будут довольны хотя бы иметь возможность получать отходы от переработки выращенного ими урожая, чтобы кормить скотину и выживать за счет молока и мяса с собственного подворья. В Хикимлике вилаята людей больше не принимают. После обращения в прокуратуру в ноябре этого года Хиким Саятского Этрапа распорядился выделить Джумаева и еще нескольким арендаторам по 50 килограммов хлопковой шелухи. Кумуш недоумевает, почему предприниматели, занятые выращиванием скота, каким-то образом умудряются покупать по госценам шелуху и жмых в неограниченных количествах, а те, кто производит хлопок, не могут это сделать. Государственная цена 1 килограмма шелухи – 0,16 манатов, а жмыха – 0,40 манатов. У Кумуш Джумаевой вместе с семьей в аренде участок в 2,5 гектара. По ее словам, в годы, когда выращивают пшеницу, обычно арендаторы, по требованию руководства сельхозобъединений, 3-4 года выращивают хлопок, а следующие 3-4 года – пшеницу, то после ее уборки есть возможность вырастить еще один урожай, например, свекла или маша. Кроме того, можно купить пшеничные отруби для скота. Соответственно, хоть таким образом получать какую-то прибыль. А в годы, когда выращивают хлопок, сделать это возможности нет. С марта по декабрь земля занята лишь этой культурой. Поэтому арендаторы заинтересованы иметь возможность покупать отходы переработки выращенного ими же хлопка. Что касается пшеницы, то за каждый арендованный гектар арендатор платит дополнительно по 1000 манатов, а за полив 250 манатов, чтобы иметь право засеять землю еще чем-то после сбора урожая зерна. Например, выращенный таким образом маш сдают на приемные пункты, где платят по 10 манатов за килограмм. Проблема в том, что за основной и дополнительный урожай деньги переводят на карточку. А в сельской местности нет ни банкоматов, ни частных торговцев с терминалами, где покупки можно платить картой. Приходится каждый день ездить в город на такси, автобусов нет, но там очереди у банкоматов и далеко не всегда можно обналичить деньги. Государственные магазины есть далеко не во всех селах. На базарах килограмм мяса стоит 43 маната, сахар – 20 манатов и яйца по 1,50 маната за штуку.